вот когда мы слово «распад» пытаемся как-то вот тут проанализировать, вот семантику слова, что опасности, которые подстерегают Россию в этот транзитный период, они даже больше, чем в истории с Советским Союзом или даже с той же Югославией, хотя, ну, не упаси Боже, как говорится, пройти через такие же кровавые испытания. Дело в том, что все-таки, если посмотреть, скажем, на карту там, вот, сегодняшнего постсоветского пространства или на карту там, бывшей Югославии, там государств, которые образовались, они все как бы выкристаллизовались в результате, как бы, ну, в рамках существующих административных границ. Советский Союз имел административные границы, которые стали в итоге границами независимых государств. Там, где граница подвергалась сомнению, лилась кровь всегда. Вот практически все точки, если смотреть, там или Приднестровье, или Карабах, там, там, значит, Абхазия, там, Осетия, соответственно, как бы то, что происходило на Кавказе, там, то есть, вот мы можем... Гражданская война в Таджикистане, наверное, да, единственное исключение, подтверждающее общее правило. Да, но в принципе, как бы, все-таки были какие-то линии относительно, как бы, ну, относительно разграничения общепризнанные. В России таких линий нету. На самом деле, все эти границы очень условны. И вот то, что происходило недавно между Чечней и Ингушетией, показывает, что это может быть где угодно. Татарстан, Башкортостан. Линии не признаются, люди живут и там, и поэтому, мне кажется, основная опасность, что в момент ослабления или там обвала центральной власти начнется выяснение, а вообще где кто здесь живет. Скажем, например, легко сказать, Чечня отделится, но многие в Чечне считают, что она должна там простираться до Ставропольского края. Например, то есть как бы, поэтому... Ну нет, там по-разному может быть. Это, да. И поэтому, на мой взгляд, сейчас надо просто понимать, что в потенциале вот как бы новая российская власть в период транзита, она должна будет найти общее решение именно такой проблемы и, может быть, иногда просто решать кардинально проблему, признавая как бы право на отделение, чтобы избежать, ну как при гангрене, да, чтобы избежать распространения этой там, вот, опухоли, вот этого симптома страшного на всю территорию страны. Ну давайте примем несколько вопросов из зала. Вот